Кабири провел несколько встреч с представителями французских властей. В результате взрыва на АЗС в Душанбе погибла женщина. Россия повысит боеготовность своих баз в Кыргызстане и Таджикистане. В Хароге убит начальника отдела ГКНБ Таджикистана. Мухиддин Кабири, лидер Национального альянса Таджикистана, сообщил на своей странице в Твиттере о нескольких важных встречах во Франции. Сайту «Поем» он сообщил подробности этих встреч, добавив, что встречался также с представителями исполнительной и законодательных властей, в том числе в Сенате. В Твиттере лидер НАТ написал, что 2 дня в Париже были насыщены встречами. Влияние войны в Украине, Центральной Азии и Кавказ, борьба с диктатурой и радикализмом были основными темами. Конечно, не стоит ждать быстрых результатов, необходимо вести постоянную и целенаправленную работу. Вторая встреча в мае. В ответ на просьбу «Поем» разъяснить суть и цель этих встреч Кабири сказал: Данный визит был организован Ассоциацией исследовательских центров Франции, которые проводят исследования, разрабатывают аналитические документы для правительства Франции, для различных государственных органов. И они пригласили представителей Центральной Азии, Кавказа для обсуждения региональных вопросов, в том числе и влияния российско-украинской войны на Центральную Азию и Кавказ, рост влияния Китая в регионе, также будущее региона, какой траекторией будет развиваться будущее Центральной Азии и Кавказа после войны, и также вопросы, касающиеся борьбы против диктатуры и радикализма. Я думаю, что это первая такая встреча, которая в последние годы были организованы французской стороной. Всем известно, что Франция занимает важную роль, но в то же время имеет особую позицию по всем вопросам, касающимся бывших советских республик. Я думаю, что это просто начало, потому что есть заинтересованность во Франции. Такая же заинтересованность есть и у нас в регионе, особенно среди оппозиционных партий, групп, негосударственного сектора и так далее. Мы договорились о том, что нельзя останавливаться на эти встречи. А эти встречи были очень важны, как с представителями исполнительной власти, так и законодательной власти. Например, в Сенате у нас была встреча. И также с аналитическими группами, очень влиятельными группами во Франции. Мы договорились о том, что эти контакты будут продолжены, и вторая такая встреча назначена на май. И я думаю, что такие встречи, конечно, 1, 2, 3 встречи, они быстрых результатов не дают. Необходимо, чтобы провести целенаправленную тематическую работу, неустанную, самое главное. И менять позицию и мнение европейцев очень сложно, особенно французов, у которых эти позиции сложились не десятилетиями, а может быть даже столетиями. Поэтому я небольшой оптимист, но работу надо продолжать. И оно необходимо не только для европейцев, также для нас. Поэтому мы намерены продолжать эти контакты. И не только во Франции. Я думаю, что такие встречи надо провести в других столицах Европы. Так что это только начало, и надеемся на будущее. Погибшей в результате пожара на АЗС Душанбе оказалась женщина. Она стояла на балконе своей квартиры на 3-м этаже в доме недалеко от пострадавшей станции и упала от удара взрывной волны на землю. Как сообщает управление МВД по Душанбе, ее пытались спасти, но травмы оказались несовместимые с жизнью.
Пожар и последовавший за ним взрыв произошли сегодня в 15:37 на АЗС ООО «Сора Ойл» по улице Барбат. УМВД отмечает, что взорвалась машина, которая сливала в резервуар на АЗС сжиженный газ. Пожар возник из-за несоблюдения правил пожарной безопасности во время перекачки сжиженного газа из автомашины, сообщает ведомство. Пожар тушили 9 пожарных расчетов. По данным управления, пострадала также грузовая машина, которая находилась недалеко от АЗС. Ущерб и причины возгорания определяются специально созданными комиссиями, заключили в МВД. Россия повысит боеготовность своих баз в Кыргызстане и Таджикистане на фоне попыток США восстановить присутствие в Центральной Азии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели, передает РБК. По его словам, США пытаются восстановить свое присутствие в регионе под предлогом помощи борьбы с терроризмом. Они уже обратились к странам Центральной Азии с просьбой разместить военную инфраструктуру, и Россия рассматривает такой шаг, как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС, отметил Шойгу. Со своей стороны повышаем боевую готовность российской военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы, заявил министр. При этом Шойгу отметил, что страны НАТО по итогам своего 20-летнего присутствия на афганской земле и последующего стремительного ухода несут наибольшую ответственность за сложившуюся там обстановку. Они должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению, заявил министр обороны Российской Федерации. В ходе операции на границе с Афганистаном убит начальник отдела ГКНБ Таджикистана в Хароге Камрон Раджабзода. Инцидент произошел в ночь на 28 апреля, об этом сообщает радио Зоди со ссылкой на своих 2 источника. Камрон Раджабзода был убит неизвестными в ходе операции, сообщил один из источников. Госагентство Ховар со ссылкой на пресс-центр погранотряда Харог Управление погранвойск ГКНБ Таджикистана в ГБАУ сообщило, что 28 апреля в 1:30 вооруженная группа, состоящая из 8 человек, жители села Парбанч в Улус-Вали-Шугнан, афганской провинции Бадахшан, с целью перевозки наркотиков, также оружия и боеприпасов, пересекли линию госграницы на 184-й отметке охраняемой зоны 9-й пограничной заставы Тишор погранотряда Харог. Контрабандисты не подчинились приказу таджикских пограничников сдаться и открыли огонь из группового оружия. Не выдержав ответного огня, преступники бросили на месте происшествия наркотики, оружие и боеприпасы и, используя темное время суток, сбежали на сторону Афганистана, говорится в сообщении. На месте происшествия задержаны 3 подельника афганских контрабандистов. Все они граждане Таджикистана. Пресс-служба погранвойск Таджикистана сообщает, что в ходе перестрелки погиб один таджикский военнослужащий. Информации о личности погибшего нет.